просто разъясните нам, сколько и когда надо платить. Таджикистан, к сожалению, мало людей знают. Почему? Потому что у нас контент, вы хорошо знаете, у нас никакого контента нету хорошего. Мы выступаем неким мостом, бриджем между инвестором и компанией, которая хочет, привлечь инвестиции на уровне ДНК, любого таджика, любого, я бы сказал, таджикистанца, все-таки тянет к родине, как-то помочь. Всем привет, с вами снова подкаст «Три медведя». Белый — это я, Искандар Мирзганиев, панда Фархот Холматов, Буру Бехрус Насрединов, он сегодня у нас за пультом. И также за нашими спинами, как всегда, находится Зибота Джибаева. Сегодня у нас третий эпизод нового сезона «Пан или пропал». В этом сезоне мы будем говорить, как открыть бизнес в Таджикистане, как развивать его и как масштабировать. Сегодня у нас в гостях Алишер Шерназаров, директор бизнес-инновационного центра ПИК Душанбе. Для тех, кто не знает и не в курсе, ПИК финансируется правительством Великобритании для поддержки частного сектора на территории Кыргызстана и Таджикистана. Его основная цель – поддержка развития стартапов, стимулирование роста малого и среднего бизнеса, улучшение рынка деловых консультационных услуг. Я правильно сказал? Да, все верно. Приветствую вас, Алишер. Спасибо. Рады, что пришли. Начнем с первого вопроса. Прежде всего, простыми словами, что это за программа для простого обывателя, чем конкретно вы занимаетесь в Таджикистане? Да, во-первых, спасибо большое за приглашение. Я думаю, пришло время говорить о предпринимательстве, где от уровня микро и малого среднего бизнеса можно вырасти на более масштабные уровни, на уровне крупного бизнеса, а также масштабировать в рамках региона и по возможности становиться каким-то международной компанией. Касательно нашей программы, как и было уже сказано, это программа развития предпринимательства в Таджикистане, финансируется со стороны правительства Великобритании, в частности DFID. И программа рассчитана на две страны, это Таджикистан и Киргизия. Программа сроком длится 4 года, и в рамках этой программы в каждой стране должны открываться 5 бизнес-инновационных центров. Одно из них в Таджикистане это является первым центром, это ПИК Душанбе, который официально, как говорится, начало свое функционирование в конце 2019 года. Точнее, получается, мы в октябре месяце, сформировали нашу команду. И отвечая на ваш вопрос, чем мы занимаемся, бизнес-инновационный центр, во-первых, помогает малому и среднему бизнесу, во-первых, проходить акселерационные и инкубационные программы. Акселерационная программа в основном рассчитана на те компании, которые функционируют определенное время, но они не могут достигать каких-то больших, скажем так, показателей, развивать какие-то новые линейки или делать правильный маркетинг. В этом плане именно программа ПИК Таджикистана, в частности, помогает таким компаниям путем предоставления акселерационных программ. Если простыми словами, это получается прокачка малого среднего бизнеса, чтобы они могли делать больше бизнеса, в плане того, что они могли увеличить свою выручку, соответственно, увеличить свои продажи. И одним из главных показателей нашей программы является это создание рабочих мест. То есть и те компании, которые нацелены на дальнейшее развитие, создание рабочих мест, то ПИК Таджикистан помогает. Это с одной стороны. С другой стороны, мы также работаем с компаниями, которые предоставляют консалтинговые услуги. Как вы хорошо знаете, во многом консалтинговые услуги в Таджикистане это большей части это аудиторские услуги, которые по требованию законодательных, как говорится, норм, в частности финансового сектора и других секторов, они должны ежегодно проходить аудит. Поэтому услуги, допустим, аудита, части, некоторые услуги юристов и какие-то еще услуги маркетологов востребованы в Таджикистане, но
основными, скажем так, покупателем этих услуг является крупный бизнес. Малый бизнес пока не готов к определенным расходам. Если мы говорим про, условно говорим про юридическую, допустим, консультацию, да, для малого бизнеса, да, это очень, как говорится, неподъемная сумма для оплачивания услуг. Понятно. А какие условия, чтобы должна обладать компания, чтобы стать участником вашей программы? Во-первых, у нас есть ряд требований к малому и среднему бизнесу. В основном это, получается, количество сотрудников, которые не должно превышать более 50 сотрудников. Компании должны быть зарегистрированы в течение 12 месяцев, то есть компания должна функционировать в течение 12 месяцев, то есть ровно год. Компания должна быть зарегистрирована согласно юрисдикции Таджикистана, это в виде компания должна иметь либо патент, получается, либо свидетельство, либо в форме общества с ограниченной ответственностью. И также, согласно требованию мандату нашего донора, мы не можем финансировать компании, которые связаны с продажей, либо производством алкоголя, оружия, азартных игр. И также мы не может, азартные. Я не думаю, что вы тут занимаетесь азартными. Не, я имею в виду в количестве 50 человек. Не, я имею в виду не более. Если у вас, то есть, я извиняюсь, менее 50 сотрудников, менее, сори. Смотрите, Алишер, то есть, насколько я понял, вы занимаетесь тем, что если компания ведет свой бизнес, и у них некая стагнация, они встали, нет развития и нет регресса, в принципе, то есть стоят на месте, им нужен толчок, вы этот толчок даете. Да, все верно. Да, но и вот у вас очень жесткие критерии, я посмотрел на вашем сайте, да, по отбору, но там есть вот вы говорите, должно быть не менее 3 сотрудников, 5 сотрудников, правильно, если я не ошибаюсь, в компании, да. Не менее. Не более 50. Не более 50, не менее 3-5 сотрудников, да, правильно? Да. Директор должен иметь возможность все время быть онлайн на связи, да. Посещать всякие мероприятия, то есть по Zoom общаться, консультации получать. Но также у вас написано то, что вы призываете принимать участие в программе женщин, прогрессивную молодежь и меньшинства, да. Разные. Но если мы говорим о молодых людях, которые только открывают свою компанию, они же, большинство из них не то что ИП, не то что у них ИП даже нету, то как с первым, грубо говоря, постулатом, то что у вас есть четкие критерии, но большинство молодых же не подходит под этот критерий. Да. Ни сотрудников, ни опыта, ничего. Как здесь поступать? На самом деле у нас есть 2 программы. То, что я вам рассказывал, это программа в основном акселерационная программа для тех компаний, которые уже функционируют. То есть если разобрать на сленге, опять же, да, вот венчурного капитализма, да, то получается это есть компании на уровне idea stage, да, это на уровне идеи, потом есть компания early stage, и, соответственно, и третья это получается growth stage. Вот мы в основном большей части сейчас, так как программа рассчитана и нашими партнерами по программе, допустим, участвуют, то есть нашим партнером является, консорциум партнером являются такие крупные, скажем так, участники, допустим, как Venture Hive, который является тоже акселерационной инкубационной программой в Соединенных Штатах. Они базируются в штате Флорида, Майами, и они достаточно тоже успешный акселерационный центр, где очень много разных стартапов проходит акселерацию. И с нами, а также в консорциум партнерами входит университет Кембриджа, в частности, их программа Ignite, это бизнес-школа Кембриджа, Judge School. И здесь мы в основном, так как наша программа, мы хотим показать и, во-первых, помочь в основном те компании, которые сейчас на данный момент страдают. Не то, что страдают не в том плане, то есть они достигли до определенного уровня, у них не получается дальше расти. Мы в первую очередь хотим именно этим ребятам помочь, поэтому у нас 2 программы, которые сейчас уже успешно мы запустили. Вот первая программа у нас была по развитию туризма в Таджикистане.
И здесь у нас участвовало более 16 компаний, из них 12 успешно закончили акселерационную программу. Для программ акселерации. Акселерация, да. И у нас есть еще инкубационная программа. В инкубационной программе у нас, получается, есть компания, то есть туда могут подавать ребята, допустим, на уровне idea stage, да, у них есть очень хорошая идея, перспективная идея, они могут к нам обратиться и сказать, допустим, вот у нас есть вот такая-то идея, да, мы хотим его запустить. Как мы помогаем? Так как мы индивидуально для каждого участника не можем разрабатывать программы, мы в целом, допустим, берем и создаем, скажем так, некую программу, которая хорошо бы подходила для определенного количества, допустим, людей, где мы могли бы очень, ну, как говорится, побольше людей помочь и покрыть, и мы могли бы им в этом плане помочь. Получается, как бы, допустим, да, вот инкубационная тема называет, можем допустим, как правильно открыть компанию, допустим, как правильно делать, как там, HR, да, бизнес-план, да, HR, как HR или как бизнес-план составить, да, вот в этом плане у нас есть, так как мы недавно закончили свою вторую программу, мы сейчас работаем над 3-й, 4-й и 5-й программой, я надеюсь, буквально, до конца этого года у нас тоже, дай бог, запустится программа инкубационная для вот компаний, которые очень, скажем так, на уровне idea stage. Алишер, а вот вы зарегистрированы как общественная организация, то есть вы сами зарабатывать на этом не будете? Хороший вопрос. На данный момент мы зарегистрированы. Это программа, и программы, получается, финансируются со стороны DFID. Имплементаторами данной программы является DAI Europe. То есть мы, как филиал DAI Europe в Таджикистане, непосредственно и являемся, как говорится, частью имплементации данного проекта в течение 4 лет. И главная задача сейчас на данный момент проекта, это, то есть данной программы, запустить программы для развития именно, как говорится, и развития малого и среднего бизнеса в Таджикистане путем запуска разных программ, это акселерационных и инкубационных. Но в последующем, после истечения 4 лет, планируется, чтобы эти центры, как говорится, выходили на самоокупаемость, на самосодержание, точнее, они должны сами уже будут зарабатывать и, как говорится, становиться именно субъектами, где могут сами покрывать свои затраты. Зачем Великобритании развивать бизнес в Таджикистане и в Кыргызстане? То есть, что им с этого? У них в целом есть программы по развитию в регионе, и одно из этих направлений является именно, как говорится, помощь развития именно частного сектора в Таджикистане. Тем самым, получается, от этой помощи будет, как говорится, это в первую очередь пойдет именно развитию частного сектора в Таджикистане, где малый и средний бизнес будет получать, как скажем так, возможности именно приобретать хорошие знания, чтобы они в дальнейшем могли, как говорится, развивать свою деятельность и даже выходить на международный уровень. Ну, это хорошо для Таджикистана. Да. Великобритания, что с этого? В Великобритании, как вы все хорошо знаете, во всех странах есть определенная, как говорится, программа помощи другим странам. Это, в частности, некий пакет безвозмездно грантовых, скажем так, помощи с одной стороны, да, к другому. То есть это тоже входит в политику, где Великобритания хочет помочь в плане, как говорится, в содействии именно в развитии именно сектора в Таджикистане. И эта помощь не только в Таджикистане, но и в Киргизии, но и в других странах также такая помощь присутствует, и она безвозмездная. Круто. А вот смотрите, вы говорите то, что целью создать благоприятную экосистему, да, для стартапов, для развития бизнеса. А как это вообще происходит? То есть это будет какое-то физическое место, где что-то типа бизнес-кампуса, где люди могут прийти, там, общаться друг с другом, создавать какие-то бизнес-схемы, может как-то соединяться, симбиозно работать? Или это просто серия встреч с менторами и коучерами?
То есть это физическое место или только вот встретились, обсудили, ушли? Во-первых, это физическое место, то есть 5 центров, которые я ранее проговорил, это получается 5 физических центров, которые будут создаваться на территории Таджикистана. В этих центрах, во-первых, будут проходить не только встречи, какие-то ивенты, да, но и там можно будет проводить, то есть там можно еще арендовать место, допустим, да, есть, скажем так, небольшая компания, да, у кого, для них, допустим, достаточно иметь, допустим, не знаю, там 30 квадратных метров, да, или 20 квадратных метров, чтобы там 2 или 3 фаундера, да, сидели и разрабатывали определенные свои продукты, да, делали какие-то прототипы, проверяли, как говорится, на idea stage. И что хорошо, то что мы будем предлагать такой небольшой space, да, к сожалению, это в таком большом формате кампуса запустить не получится, но дай бог, то, что у нас в Таджикистане, да, запустит, возможно, и запустятся такие проекты. И самое еще один из, как говорится, выгод, который будет получать наши, скажем так, co-spacer, или как говорится, люди, которые будут к нам, у нас будут арендовать место, да, у них будет доступ, бесплатный доступ к услугам, консалтинг-услугам, которые предоставляет ПИК Таджикистана, да, это, в частности, это те консультанты, которые с нами работают, они могут к ним выходить с вопросами, к просьбами, да, а также получать какие-то менторства, да, сессии менторшипа, а также там проводить для себя уже, допустим, да, какие-то у них, да, встречи с инвесторами, да, они могут там проводить какие-то встречи со своими инвесторами. А арендовать как, безвозмездно или за деньги? Сейчас этот вопрос мы обсуждаем. Это будет за небольшую оплату, да. То есть покрыть каких-то таких, да, это получается, это покрытие в основном, уборщиц, да, это вот то и кофе-брейки, допустим, да, так как мы там предлагаем всем участникам уже общую, как говорится, зону, где у всех есть доступ к чаю, кофе, небольшой, как говорится, снеки, да, то есть вот эту часть надо будет пропорционально разделить между резидентами, да, нашего пика. И я думаю, в принципе, такая культура уже во многих странах существует, даже и здесь, в Таджикистане, такая культура уже начинает, как говорится, постепенно зарождаться. Я думаю, это будет именно хорошим таким направлением, и в последующем, я думаю, это только будет расти. Бизнес-менторство и бизнес-консультации — это как бы хорошо, но охотно ли идут туда предприниматели и, скажем, молодые стартаперы? Ведь предприниматели, они наверняка не показывают всей картины, да, скажем, какой бизнес они ведут и как они его ведут. А молодые стартаперы, они как бы воодушевлены и не смотрят, да, на минусы, там, то есть их не слышат. Как вообще проходит стимулирование взаимоотношений в этом направлении? Очень хороший вопрос. Мы, кстати, тоже проводили разные опросы, исследования, общались. Вышло так, что мы думали малому и среднему бизнесу, да, по хорошему счету, допустим, да, взять молодых ребят, которые очень хорошо разбираются в определенном узком направлении, да, скажем, там, очень хорошо могут делать, условно, скажем так, marketplace, да. Вроде, что они знают, как говорится, бенчмарки, да, допустим, такие как Amazon, там, не знаю, Alibaba, если взять на региональном уровне, да, это Яндекс, Озон, да, как бы те имена, которые мы, или Авито, хорошо знаем. Мы-то думаем, все нормально, и у этих ребят на самом деле тоже есть перечень вопросов, которые, на первом этапе они думают, они все, как говорится, разобрались с этим пазлом, но потом появляется, как говорится, выскакивают определенные элементы, они не знают, куда его положить. А в частности, это получается, как входить на рынок, да, как, допустим, регистрировать компанию, как они первую свою... У нас был случай, когда мы задавали вопрос, и то есть молодая компания тоже сказали, вот, допустим, когда мы получим, как говорится, первый доход, да, как мы его учтем? То есть, как я получается, надо же как-то его задекларировать, эту часть.
И, кстати, именно вот эта компания сейчас у нас прошла недавно акселерацию по программе Digital Transformation, и они очень хорошие, я думаю, получили знаний в этом плане, и они сейчас тоже максимально сейчас масштабируются. Они уже функционируют? Они функционируют. Что за компания? Я думаю, то, что ребята не будут против, если я про них скажу. Это Safed TJ. Safed TJ, если вы слышали, они тоже вот недавно, буквально чуть больше года они тоже работают. И вот тоже они обратились к нам, несмотря на то, что есть, я бы сказал, уже достаточно известная, допустим, не то что marketplace, а доска объявлений, как Summon TJ, да? Несмотря на это... Доска объявлений, да? Да, не, это не доска объявлений, это магазин. Это marketplace, который объединяет нескольких магазинов. Прототипом, можно сказать, таких направлений, это то же самое делает Alifshop, или там другие ребята тоже делают. Разница в том, что они начали запускать этот проект, исходя из того, что у них был магазин по продаже бытовой техники. Потом постепенно они начали на своем сайте предлагать, как говорится, товары своих соседей, да, и вот так, и дальше они развивались. Но так как одним из фаундеров этой компании является выпускник Манчестерского университета, да, он и очень хорошо знаком с такими компаниями, как Amazon, и учился очень хорошо там, это Некруз Афгани. И вот, и организовал такую сеть. Сейчас у них более 100 разных продавцов, которые тоже подключены. И вот сейчас они тоже думают, поставили концепцию для дальнейшего развития. И возвращаясь к вашим вопросам, мы тоже думали, что, допустим, да, человек, который имеет, возможно, для молодого поколения, да, скажем так, если человек придет с большим опытом, скажет: слушай, вот компанию надо регистрировать вот так, а что-то надо сдавать вот так, как бы вот надо вести вот таким-то образом. Мы думали, им это будет неинтересно, их интересует только вот маркетинг, там, реклама, там, не знаю, IT-решения, да, вот в этом плане. Или у нас, еще чуть дальше, допустим, да, лидерство, мотивация, вот эти вещи. Но в процессе наших обсуждений мы выявили то, что их тоже мучают вопросы, правильно ли они работают завтра, чтобы перед, как говорится, налоговыми органами у них не было проблем. Они тоже, оказывается, задумываются. И вот сессии менторства, которые мы запустили для них, наши ментора, вот когда с ним проводили разные беседы, очень-очень интересно проходило. И самое главное, то, что среди наших менторов есть компании, которые, я считаю, они достаточно крупные компании в виде консалтинга в Таджикистане. Просто сейчас не хочу их назвать, опять, получается, реклама их не будет. Вот они тоже для себя выявили то, что, оказывается, можно на таком маленьком уровне, да, вроде специфическом, небольшой, как говорится, объем работы, и на это есть и, скажем так, спрос. Просто его надо правильно скомпоновать, или, я бы сказал, package, да, и чтобы его можно продавать. Допустим, условно, консультация по конкретно, да, регистрации малого и среднего бизнеса до объема такого-то, да. И можно это продавать, эту услугу. Менторы у вас только местные были или зарубежные? У нас есть менторы как местные, так и иностранные. Вот, допустим, когда мы запускали первую программу по акселерации в туристическом секторе, мы приглашали таких, я бы сказал, гуру, не побоюсь этого слова. Это, получается, Уолли, который организовывает такие масштабные международные ивенты, где участвует более 5-10 тысяч людей. И, допустим, еще был один из спикеров, это Себастьян. Он является региональным директором Airbnb по Латинской Америке. Да, то есть мы приглашали таких людей, тоже они предлагали свои вот менторские услуги. А они, когда сюда приезжают, они не исследуют рынок, как у нас здесь бизнес делается, какие проблемы. Они вот так не сядут, они говорят: а у нас же не так, как вы так? Да. Кстати, мы когда приглашали Оли и Себастьяна, они были здесь. Кстати, достаточно время провели, где-то около 2 недель они были в Таджикистане. Честно говоря, они сами были удивлены. Говорят, у вас есть столько шансов и потенциала, так как тема была про акселерацию туристического бизнеса, да. Просто надо поработать в том направлении, что
Таджикистан, к сожалению, мало людей знают. Почему? Потому что у нас контент, вы хорошо знаете, у нас никакого контента нету хорошего. Поэтому если взять, как говорится, сравнить контент, который пишется, допустим, про наши соседи, которые создают контенты в основном на английском языке, несколько раз превышает тот контент, который у нас есть. У нас даже достаточно контента нету на русском, на таджикском языке. Таджикский язык, он немножко у нас только-только набирает обороты, свою аудиторию, а вот английский и русский этого очень мало. Поэтому, соответственно... Сейчас у Зебы язык чешется. Да. Вот здесь надо... Я вспомнила эту идею. Да. И контент, надо работать над контентом. Я могу, допустим, привести со своего опыта в прошлом, когда я работал за пределами Таджикистана, такие страны, как Азербайджан, Армения, в частности, Грузию очень хорошо знаю, то, что они финансировали огромные деньги, допустим, на создание контента и привлекались такие, я бы сказал, гуру СМИ мира, это получается Bloomberg, это получается CNBC, это Euronews, это крупные каналы, где, в основном они знали свой таргетинг, если они запускают, допустим, если взять Азербайджан, они понимали, люди хотят приехать туда отдыхать, посмотреть на горы, определенно, как говорится, вот эти вещи. Соответственно, они выходили таргетинговым маркетингом, и они выходили, допустим, такие крупные ресурсы, как, допустим, Euronews, где, после передачи, про финансы, там сразу крутилась их реклама, про Азербайджан, или там про Армению, то же самое. То есть для Таджикистана нужны больше контента, и, соответственно, местные консультанты, которые у нас есть, тоже должны обращать внимание. Я имею в виду здесь под консультантами именно компании, которые занимаются, в частности, в сфере медиа, в сфере промоушена, чтобы делать больше контента, так как в повестке дня ООН в прошлом году такие страны, как Центральная Азия, в частности, Таджикистан, входил один из топовых дестинейшенов, которые нужно посетить. То есть, к сожалению, из-за пандемии это не получилось, и одно из направлений, почему и мы хотели начать нашу первую акселерационную программу именно в этой направлении, то есть туризм. В рамках вашей программы вы помогаете только советом или как привлечь инвестиции? И какой порог вхождения? Согласно нашему проекту, получается, мы предоставляем только консультативные, как говорится, советы и программы. Мы не вкладываем в бизнес, и мы не предлагаем компаниям деньги. Единственное, что мы делаем, согласно нашей политике, мы выступаем неким мостом, бриджем между инвестором и компанией, которая хочет, как говорится, привлечь инвестиции либо финансирование. Но получается так, что большинство случаев инвесторы, я имею в виду западные инвесторы, зарубежные инвесторы, крупные инвесторы, они четко знают, куда, как хотят, то есть они знают свои ожидания, инвестиционные ожидания. Но, к сожалению, малый и средний бизнес в Таджикистане, для них немножко сложновато в организации тех документов, как говорится, с формулировкой того, что они хотят. Допустим, они могут просто сказать, нам нужно $20 тысяч, чтобы мы могли запустить рекламу. И при этом эта реклама, возможно, им хватит на полгода, а дальше уже все. То есть правильное планирование, бюджетирование, бизнес-плана. Вот здесь мы помогаем компаниям, и у нас есть специально дата-база консалтинговых компаний, которые помогают именно с формулировкой, скажем так, ожиданий по финансированию. А вы инвесторов ищете сами? Да, мы, кстати, ведем тоже такую большую работу, мы тоже проделали. Это получается, мы выходим на финансовые учреждения Таджикистана, выходим на частных инвесторов в Таджикистане, а также крупным компаниям. Тоже рассказываем, что мы делаем, какие компании к нам обращаются. И чаще всего обращаются компании,
понятное дело, на 90% компаний, которые к нам обращаются, они хотят получить какое-то финансирование. И, соответственно, мы их готовим к этапу финансирования и, соответственно, выводим инвесторам, чтобы они могли ознакомиться и, соответственно, могли финансировать. Насколько я знаю, венчурные инвесторы, они плавают именно там, где очень низкий уровень коррупции. То есть сейчас на данный момент у вас есть инвесторы, то есть в каком количестве? Можете назвать? У нас, смотрите, мы ведем, мы часто приглашаем компании, чтобы они участвовали в разных сессиях, посмотрели на наших участников, какие у них идеи, смотрели, допустим, какие инвестиционные возможности есть. Я знаю по своему опыту, так как я работал в финансовых рынках достаточное время, и есть, допустим, инвесторы, которые инвестируют в проекты не менее, допустим, 10 миллионов долларов. Да? И таких инвесторов приводить в Таджикистан очень сложно. И у нас нет такого стартапа, да, скажем так, прямо сейчас на 10 миллионов долларов, да, он запустит какую-то крупную, скажем так, стартап-компанию. И, как говорится, эти инвестиции, либо оценка этого, как говорится, инвестиций, да, проекта неадекватно оценен или неправильно оценен, соответственно, вот это большая проблема. Но несмотря на это, я в частности веду переговоры с нашей диаспорой, у нас очень много таджикской диаспоры, которые проживают в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Российской Федерации. Мы часто с ними контактируем, тоже обмениваемся информациями, рассказываем, они говорят. И, кстати, они тоже заинтересованы. Я думаю, все-таки вот частичка на уровне ДНК, да, вот любого таджика, любого, я бы сказал, таджикистанца, да, вот все-таки тянет к родине, да, вот как-то помочь. И я думаю, вот это чувство, очень много таких наших ребят, талантливых, которые сейчас работают в разных международных организациях, крупных организациях, и они вот готовы инвестировать в определенный бизнес в Таджикистане, но при этом, как и все инвесторы, требуют, вот как и вы сказали, да, некую прозрачность, конкретное видение, куда идет, и очень много вопросов идет насчет команды, да, кто эти ребята, насколько имеют опыта, насколько они, вот допустим... Хотел спросить, по инвесторам, может быть, заключительный вопрос. Вы говорите, вы становитесь мостом, да. Правильно, да? Да. Только мостом или гарантом тоже? Очень хороший момент. Знаете, у меня вот, я вообще студент именно, скажем так, направления с бакалаврства, учился на финансиста, и в магистр первый, Master of Science, я делал именно по, опять же, финансам, и всегда мои профессоры говорили, всегда есть зона риска, консультант никогда не берет риски, связан с проектом. То есть, будучи мы некой платформой, да, мы не можем взять риски, да, но при этом мы максимально изучаем каждую компанию, изучаем их, как говорится, да, все этапы, все документы, чтобы быть уверенным, что эта компания в последующем имеет большой, как говорится, потенциал. И то есть такие жесткие критерии при отборе, они исключительно из репутационных рисков, да? Да. Чтобы потом не было стыдно. Ну, если простыми словами, да. Ну вот. А вот интересная вещь такая, я пока готовился, тоже впервые про это услышал, что, оказывается, проходят чемпионаты мира по предпринимательству. Это что? Это, кстати, да. Есть там организация. Подписал, налог сдал. Как это происходит, чемпионат мира по танковый биатлон? Получается так. Смотрите, есть глобальная сеть, называется предпринимателей GEN, Global Entrepreneurship Network. И в рамках вот этой Global Entrepreneurship Network они ежегодно проводят чемпионат среди предпринимателей. Всего мира. И в этом чемпионате, как вы знаете, каждая страна конкурирует между собой для главного, да, приза. И в этом году главным призом является $1 миллион. То есть компания, которая выиграет, как говорится, гран-при на международном уровне, получает $1 миллион. И вы являетесь представителем?
так как Gen это является международной, как говорится, сеткой, и его ветвями являются разные страны, то на уровне разных стран это получается сначала организовывается на национальном уровне чемпионат, и на национальном уровне выбираются лучшие стартапы и предлагается на международном уровне, чтобы они дальше уже конкурировали на международном платформе. И вот мы, получается, 2 августа закрыли заявку на участие на национальном, как говорится, первенстве. И затем в октябре 2020 года будет чемпионат, финальный чемпионат будет проходить в Саудовской Аравии, в городе Риад. Но из-за того, что до сих пор мы живем в мире пандемии, я думаю, до того момента, если, как говорится, границы и авиасообщения откроются, то чемпионат все-таки пройдет. Мы в ПИК Таджикистана в этом году являемся организаторами национального уровня, и, соответственно, на национальном уровне мы должны, как говорится, у нас есть некие обязательства перед Gen Global, и мы провели определенную сессию, как говорится, промоушена этого ивента, официально объявили о наборе, и также мы предоставили Gen и WC кандидатов на судейство от имени Таджикистана. Да, мы предложили 10 кандидатов, из 10 5 одобрили со стороны Gen, и эти 5 кандидатов являются судьями от имени Таджикистана, которые в четверг, дай бог, 2 часа будет первый, как говорится, этап питчинг сессиона будет проходить. И если будет интерес, заходите, посмотрите, какие компании у нас участвуют. На данный момент к нам подало более 30 компаний. Из них 22 прошли шорт-лист. Получается, вот эти 22 компании между собой теперь будут бороться за национальное первенство. И, соответственно, те, кто пройдут, они будут участвовать на международном уровне. А кого больше? Какие отрасли? Разные отрасли. У нас, получается, и финансовая отрасль есть, и ритейл, и продакшн, и education, как бы образование. Очень много направлений, очень интересные компании. Кстати, сейчас, к сожалению, не могу их всех назвать, но эти компании многие из вас уже слышали, знаете, и я думаю, у них есть хороший потенциал, возможности для выхода на международный уровень. А также в этом чемпионате еще предлагается не только вот этот гран-при $1 миллион, да, но и предлагается еще дополнительный, как говорится, пакет, скажем так, помощи стартапу, и там в этом году, по-моему, составляет более $70 миллионов. Это обычно происходит следующим образом. Так как организаторами или соорганизаторами являются крупные компании, включая Microsoft и других, они помогают в дальнейшем акселерации этих программ, то есть они поддерживаются своим, как говорится, менторством, либо предоставляют какие-то технологии. В 2020 году $75 миллионов не денежных средств. Да, все верно. Да, то есть они помогают именно так. Да, они помогают советами, да, или какими-то техническими возможностями. Алишер, вот ваши выпускники, это в основном туристические агентства. У вас был специальный кейс, или есть еще другие выпускники, такие как производственники, ремесленники, или, не знаю, там IT-компании какие-нибудь? Да, у нас первая программа, получается, была в направлении именно по развитию туризма. И у нас, я думаю, успешно даже прошли акселерационную программу. Многие компании, если даже пойти по их веб-сайтам, да, уже много что поменялось. Кстати, многие запустили новые продукты. Но кроме них у нас и вот буквально на прошлой неделе у нас успешно тоже завершился вторая программа, где в основном там участвовали разные компании, там были представители сектора образования, это ритейл, это онлайн-продажи, это, как говорится, у нас еще были магазины, которые как говорится, именно направление хендкрафтинга и этого арт-галереи. У нас были компании, которые, скажем так, кафе «Бистро»,
допустим, такие участники у нас были, а также у нас были логистические компании, которые занимались именно логистикой. То есть все зависит от программы. Если программа, получается, поточена под определенное направление, скажем так, вот как в нашем первой программе, которую мы запустили, в нашем случае было только фокус на туристические компании. А вот вторая программа у нас была Digital Transformation, да, то есть, опять же, эта идея пришла нам из-за того, что было объявлено, как говорится, глобальная пандемия пошла, многие бизнесы начали закрываться, то есть карантин был объявлен, и, соответственно, надо было как-то выходить с этой положения, и, соответственно, мы и запустили эту программу, чтобы люди могли выходить на digital, да, и делать, как говорится, свой бизнес. А именно вот туристический рынок, он вроде бы сдулся в период пандемии. Как это отразилось? Вы знаете, да, туристический сектор был, я думаю, одним из тех секторов экономики вообще в глобальном уровне, которые сильно пострадали. Вслед за ними пострадали сильно, допустим, это авиаперевозчики, наземные перевозчики, да, это компании, получается, те, которые были в экосистеме туризма, да, это hospitality бизнес, да, это, получается, food stations, hospitals, да, hotels, извиняюсь, получается, те компании, которые предлагали вот туристические услуги, да, вот они сильно пострадали, и Таджикистан не является, как говорится, исключением. Многие наши компании от этого пострадали. Как вы знаете, по официальным новостям, многие крупные даже гостиничные сети в Таджикистане начали закрываться из-за того, что не было гостей, авиасообщения закрыты были. Но, несмотря на это, наши компании, которые проходили акселерацию, они смогли как-то адаптировать свои продукты и разработать на местном уровне, на локальном уровне новые продукты, предназначенные для нашего, скажем, контента, да, для резидентов. Допустим, да, такие турпакеты, как Нурек, допустим, да, турпакеты Искандар-Куль, да, там, или в другие, скажем так, маршруты, где именно многие участвовали. И я лично сам знаю знакомых, которые, как говорится, воспользовались этими турами, очень довольны. И я думаю, если в последующем держать в таком направлении, то можно добиваться именно некой ниши, да, где можно на локальном уровне запуститься. Но, опять же, это не предел. И, то есть на этом компании долго не могут, как говорится, зарабатывать. А если не секрет, из ваших выпускников сколько закрылось окончательно? По нашим последним данным, которые мы ведем, у нас никто не закрылся. Наоборот, у нас есть компании, которые, как я сказал, они запустили новую... Адаптировались, да. И даже у некоторых мы даже были сами немножко... Это было приятно, соответственно, то, что у них и показатели пошли очень хорошие. Несмотря на пандемию, они смогли вот как-то сориентироваться и заработать, и, соответственно, показатели хорошие. Алишер, масштабирование бизнеса и выход на мировые рынки. Как вот ваша программа помогает это делать? Какие инструменты есть? Смотрите, выход, да, не только на международный, да, на даже на локальном уровне, да, это то же самое, как, допустим, это то же самое можно сравнить с любым, допустим, спортсменом, да, чтобы он вышел на уровне, допустим, своего зала, да, на какой-то, не знаю, там, чемпионат, да, он должен хорошенько накачаться, выучить определенные техники, да, быть готовым к каким-то ударам, к определенному, как говорится, скажем так, он должен себе воспитать определенную культуру, волю, да, где он может, как говорится, достигать определенной цели. Поэтому мы делаем следующее. Мы, во-первых, выявляем самые главные цели компании, да, и его потенциалы. Если у компании нет цели и потенциала в дальнейшем выхода на международный уровень, да, то, соответственно, ожидать таких изменений очень сложно. Поэтому для тех компаний, которые хотят конкретно выйти на локальный или на
международные или даже на региональном уровне, мы им предлагаем чаще всего прохождение акселерационной программы. У нас есть сессия менторов и коучеров, которые чаще всего это менторство от, допустим, топовых экспертов, которые не просто эксперты в виде, там, не знаю, теоретического понимания, да, там, не знаю, в виде там профессора направления какого-то, да, там, кандидата экономических наук, да, но и эти, в основном наши ментора, это те люди, которые являются либо генеральными директорами какой-то крупной компании, которые добились хороших результатов, это те люди, которые имеют какое-то отношение с региональными компаниями, а также у нас есть сеть и партнеров, которые работают на международном уровне. Мы их, как говорится, нанимаем, чтобы они помогали нашим компаниям, чтобы они вышли на международный уровень. То есть мы сначала готовим на уровне локального, допиливаем, потом передаем на уже уровне международного уровня, допустим, нашим партнерам, где они могут их дальше уже вывести на международный уровень. А есть примеры, кто-нибудь уже на низком старте стоит из нашей компании? Как пандемия кончится, чтобы сразу... Дай бог будет, но прям сейчас готовых компаний у нас пока нет. У нас только на локальном уровне сейчас готовится. А вот у вас на большими буквами на сайте написано ожидаемые результаты, да, там 425 стартапов, 2500 рабочих мест, 70 бизнес-консультантов, 400 стартапов, получивших консультации. Насколько близко вы приблизились к этим цифрам? Знаете, я думаю, во всем бизнесе, то, что мы делаем, должны быть какие-то цели. И цели нашей программы являются именно достичь вот этих показателей, вот этих больших красивых цифр, которые мы указали. И, соответственно, каждая эта цифра не просто так получается. Эти цифры распределяются на две страны, Таджикистан и Киргизия. И, соответственно, мы уже, если взять, допустим, по истечении 2 программ, мы уже прокачали более 30 компаний, уже получается более 30 МС, то есть малый и средний бизнес у нас прошли акселерационную программу. Кроме этого, более 50 компаний у нас получали разные менторские услуги, какие-то определенные сессии, да, где мы рассказывали про предпринимательство, как надо вести бизнес. А также мы путем проведения наших онлайн-ивентов, разных видов ивентов, допустим, как community events, да, мы где-то покрыли около 1000 людей к нам тоже, они участвовали в наших вебинарах, в наших ивентах, когда еще наш офис находился в Рудаки Плазе, мы там проводили разные ивенты, и также мы проводили за пределами офиса в разных местах. Соответственно, мы где-то покрыли более 1000 компаний, людей, которые заинтересованы в этом направлении. И я думаю, что постепенно мы будем достигать эти цифры. То есть это на 2 страны, да? Это на 2 страны. 4 года, да? И на 4 года, да. Сколько вы уже проработали? У нас, получается, по факту мы проработали чуть меньше года. Уже 30% всего покрыли, получается. Ну, да. У нас на подкасте был гость Навруз Азинаев. Мы с ним обсуждали именно вот то, что вы сегодня говорили, проблемы налогообложения, то, что каждый год какие-то новые фишки появляются у нас там, да? То есть сидим, гадаем. И кроме налогов, что вот нашему бизнесу в Таджикистане вот мешает развиваться? Потому что большинство сориентироваться не могут. То 1 миллион, то 500 тысяч. Смотрите, когда вот мы общаемся, самое интересное то, что малый и средний бизнес, они вот готовы платить все до копейки. У них нет такой понятия, допустим, да, вот мы хотим как-то вот, где можно оптимизировать какие-то вещи, да. Им вот, как вы сказали, да, просто разъясните нам, сколько и когда надо платить. Это во-первых. Но для развития малого и среднего бизнеса, поверьте мне, есть такие страны, даже и в Европе, я во многих странах побывал, налоги намного выше, чем у нас для малого и среднего бизнеса. Но там система более понятная. Вот здесь один очень важный момент. Правильное администрирование
налогов, это очень важно. Я думаю, это на уровне культуры мы должны это развивать, раз. Второе, что еще мешает для развития малого и среднего бизнеса, да, кроме налогов? Я думаю, в целом это инфраструктура. Под инфраструктуру я имею в виду, допустим, те страны, я имею в виду те развитые страны, у них несколькими годами, там, да, не знаю, там, веками уже строятся эти инфраструктуры, поэтому им легче, как говорится, переходить с одного уровня в другой уровень, да, а у нас только-только это строится, то есть мы сами недавно начали строить свою инфраструктуру, да. Это вот вторая главная вещь, которая вот больше всего страдает от этого бизнеса. Третий, очень важно понимать то, что бизнес делают все-таки люди, и в команде, допустим, когда мы с вами фаундеры, да, нам очень хорошо делать, мы можем очень хорошо сделать с вами продажи, очень хорошо можем раскрутить компанию, да, или договориться с какими-то партнерами. А вот получается, когда мы начинаем увеличивать количество наших сотрудников, да, нанимать новых людей и вот находить правильных людей для дальнейшего развития бизнеса, вот здесь у нас появляется проблема. То есть фактически вы, допустим, очень хорошо продаете, да, но вы же директор, вы основатель, вы должны уже сфокусироваться на другие вещи, да, вы должны на развитие бизнеса, да, и вы, соответственно, уходите с этой позиции, отдаете другому человеку, уходите в другое направление. И, соответственно, человек, который за место вас придет, и у него нету той квалификации, да, вот понимания того бизнеса, так как вы сами построили, вы сами чувствуете этот бизнес. И вот здесь теряется вот эффективность бизнеса, и многие сталкиваются с этой проблемой. И еще очень важная проблема, это острая проблема, где мы должны, в принципе, сейчас вот в это направление делается очень много усилий со стороны правительства, да, тоже, как говорится, устаканивает это направление, это получается доступ к финансированию. У нас, к сожалению, доступ к финансированию очень дорогое и очень сложное. То есть вот это вот ближайшее только время у нас многие компании, малые и средние, то есть микрофинансовые организации, банки начали выдавать, допустим, для малого и среднего бизнеса под более льготные условия, по щадящим, как говорится, там, процентам финансирования. А если посмотреть в другие страны, да, для ведения малого и среднего бизнеса, да, в принципе, там очень просто дается и быстро дается. И самое главное, сроки, и стоимость денег получается намного дешевле, и сроки очень, как говорится, длинные. Поэтому это и дает возможности компаниям развиваться. То есть вот именно в этом плане, система, да, вот в этом плане, да, вы можете развиваться. А вот исходя из всех вот этих проблем, помимо налогов, да, на ваш взгляд сейчас, вот особенно после пандемии, какое состояние вот финансовое, ну, для бизнеса Таджикистана? Знаете, состояние, честно говоря, сейчас очень сложно оценить состояние. Почему? Потому что я не думаю, сейчас прям можно вот прям сказать, вот у нас состояние вот такое-то, да, или там ВВП сейчас у нас показатель такой-то, да, и мы, исходя из этого, можем оценить вот наша экономика в таком-то состоянии, да. Но в целом, если разобраться, то получается пандемия, по хорошему счету, как и все международные эксперты, все говорят, как и Билл Гейтс недавно выступал со своим, как говорится, интервью, да, то есть мы последствия увидим только в 2021 году, как это сильно повлияло на какую-либо отрасль экономики. Но, понятное дело, допустим, такие направления, как туризм, то, что связано с пассажироперевозками, да, они сильно пострадали. Логистика, да, они сильно пострадали. И от этого цены на нефть быстро пошли вниз, да. Вот, поэтому как бы сейчас именно оценить, в каком состоянии, очень сложно. То есть ваша работа еще намного сложнее стала? Вы же оцениваете бизнес, правильно? Смотрите, есть некоторые бизнесы, для них, допустим, только двери открылись, да, новые возможности только открылись. Вот, допустим, возможно, вы тоже видели, да, по городу у нас раньше там максимум одна компания, две компании занимались доставкой, да. Вот, кстати, один из наших тоже участников, да, это
ребята из Худжанда, это Oson Eats, да, они тоже вот сейчас максимально развиваются, они тоже запустили программу доставки, и они тоже активно масштабируются, да. То есть на рынке, если раньше говорили мы только про определенных ребят, да, допустим, это был шеф ТД, которого я, допустим, хорошо знал, а сейчас очень много уже стало, допустим, Биор, да, там Oson Eats и другие Я даже видел, как таксист, не буду называть название компании, такси развешивал на домах, типа позвонить, мы вам еду привезем, да, просто позвонить, сказать, что вам привезти, мы привезем. Да, это тоже вот новая возможность. А то, что касается, ну не знаю, я думаю, все-таки офлайн бизнес, который был, он немножко пострадал. Чувствуется то, что люди пострадали. В пандемии есть тоже все-таки положительные вещи, такие как появилось больше времени, то есть на самого себя. Как вы считаете, сейчас важно учиться в период этой стагнации не только молодым людям, то есть и бизнесменам, которые уже владеют компанией, то есть переходить на новый уровень, или все-таки надеяться на лучшее? Я думаю, это тот момент, даже, как говорится, у природы есть определенные пики, да, то есть где ты должен переходить с одного уровня на другой уровень. И здесь, я думаю, именно пандемия показала, я не знаю, подтолкнула всех на то, что надо менять. То есть, да, надо менять, надо менять именно не только в плане ведения бизнеса, да, но и понятие новых направлений, да, то есть такие направления, как IT-технологии, они уже максимум внедрились в нашу жизнь, да, теперь надо от них получать максимум выгоды, а для этого, как говорится, только путем знания, обучения, да, можно достичь и, как говорится, усовершенствовать эти навыки, да, скиллзы, как правильно воспользоваться, как от этого получить именно выгоды. Я думаю, это самый такой момент, где любая компания, которая хочет быть на плаву, они должны уже пересмотреть, многие уже начали пересматривать свои бизнесы. Спасибо, Алишер. Хорошие идеи начинаются с разговоров, есть такая цитата. Рады были вас видеть. Это был подкаст «Три медведя». До новых встреч. Пока. Спасибо большое.